Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня программа «Елге Қызмет» посвящена обучению государственных служащих Павлодарской области. Безусловно, обучение каждого государственного служащего должно носить постоянный характер, то есть осуществляться в течение всей его профессиональной карьеры с целью обновления его знаний, которым он будет использовать в своей профессиональной деятельности. В Павлодарской области на сегодняшний день обучено 515 государственных служащих, в том числе в рамках переподготовки 68, в рамках повышения квалификации 447 человек. Гость сегодняшней программы – директор филиала Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан Исенова Гульнара Константиновна. Гульнара Константиновна, добро пожаловать. Расскажите, пожалуйста, немного о деятельности Академии, основных задачах и целях, так как Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан является единственным высшим учебным заведением в сфере государственной службы. А вот вы сейчас назвали цифры, сколько мы обучили, это только цифры первого квартала. А вообще мы в год обучаем от 1500 до 2000 человек. И в основном, конечно, это государственные служащие. Но кроме того, Академия государственного управления она расширяет сферу деятельности. Вот мы уже несколько лет подряд обучаем членов избирательных комиссий, мы обучаем работников квазигосударственного сектора, депутатов, маслихатов. То есть получается, что услуги Академии, они с каждым годом востребованы. И получается, что сегодня Академия государственного управления, она распространяется, потому что это государственного управления, она, получается, распространяется не только для государственных служащих, но и для других сотрудников других государственных органов. Я хочу сказать, что помимо того, что Академия государственного управления является единственной организацией, образовательной организацией для государственных служащих, это единственная организация образования при президенте Республики Казахстан. И такой высокий статус Академии, он, конечно, предъявляет требования к самой Академии, к услугам, которые мы оказываем, к профессорско-преподавательскому составу и другим сотрудникам нашей Академии. Особенно у нас получается такие жесткие требования к программам, учебным программам. Почему? Потому что все изменяется, постоянно меняется и нормативно-правовая база, постоянно меняются запросы населения, постоянно меняются запросы самих государственных служащих, которые хотят получить какие-то новые знания, новые компетенции. И поэтому наши программы постоянно тоже меняются. И мы уже, допустим, те программы, если взять 10 лет назад, которые были сфокусированы только на экономике и на государственном управлении, то сейчас у нас очень много программ, которые направлены на коммуникационные навыки, да, на проектный менеджмент, например, на навыки работы с людьми, ориентация на потребителей, потому что вы знаете, что наша новая модель государственного управления – это люди прежде всего, а направлена на то, чтобы государственные служащие могли, умели и способны были разговаривать с людьми, взаимодействовать с людьми и различать их эмоции и отвечать на эти эмоции. Академия государственного управления при президенте производит подготовку кадров через магистратуру и докторантуру. Хотелось бы в целом узнать о поступлении в Академию. Да, это наши основные направления обучения Академии, магистратура и докторантура. В магистратуре у нас несколько есть программ. Это годичное обучение магистратуры, очень много специальностей. Самые такие популярные – это государственное управление, экономика, международные отношения. Уже 3-й год подряд у нас реализуется программа «Региональное развитие» для работников местных исполнительных органов. И 2-й год подряд у нас реализуется программа Executive MBA, это для представителей частного бизнеса и квазигосударственного сектора. В этом году у нас 2 новые программы добавились на годичную магистратуру. Это антикоррупционная политика и управление человеческими ресурсами. Кроме того, у нас есть 2-годичная программа, тоже очень популярная, это государственная политика и экономика. Параллельно с этим мы изучаем постоянно запросы наших государственных служащих, и вот уже 2-й год у нас реализуются программы модульного обучения. Что это значит? Это значит, государственный служащий может целый день находиться на работе, а по вечерам, в свободное от работы время, в выходные обучаться дистанционно в Академии. То есть он получает такой же диплом, как и тот, который обучается в Академии офлайн. Единственная разница, что ему придется 4 раза в год приехать в Академию для сдачи промежуточных и итогового экзамена. Также по модульному обучению, то есть без отрыва от производства, можно получить несколько специальностей, в том числе вот новые специальности – это управление человеческими ресурсами и антикоррупционная политика. Есть у нас, кстати, я хочу сказать насчет магистратуры, 120 грантов выделяется в этом году. Да, из республиканского бюджета. Поэтому наши государственные служащие, которые будут участвовать в конкурсе на этот грант, они, получается, полностью, все расходы на обучение покрываются за счет бюджета.
А вот то, что касается модульного обучения и вообще других программ, у нас есть еще параллельно альтернативная система финансирования, это за счет иных источников. То есть каждый государственный служащий или негосударственный служащий может или за счет своих средств, или за счет, допустим, средств той организации, где работает. Например, к нам обращались уже несколько сотрудников электролизного завода. То есть они тоже бы хотели обучаться, и поэтому, естественно, если позволяют программы их предприятий обучать в Академии государственного управления, почему бы нет? Кроме того, у нас выделяется 12 мест за счет республиканского бюджета на докторантуру. Докторантура – это у нас такие уже специальности, можно сказать, самые такие академические специальности – это государственное управление и экономика. Докторантура у нас считается трехгодичная, и помимо того, что, допустим, если все сдают просто экзамены, докторантуре нужно еще представить проект будущей докторской диссертации. Вот это вот основные программы, которые вот сегодня есть. Возможно, есть какие-то преимущества для поступающих в Академию? Но самое главное преимущество, которым мы очень гордимся, это любой поступающий в Академию после того, как он сдаст успешные экзамены, будет зачислен в Академию. Ну, я считаю, он уже этим самым, ну, это его самое большое достижение, наверное. Он сразу же проходит оценку его потенциала. После оценки потенциала для него специально будет разработана индивидуальная программа обучения, индивидуальная траектория, вернее, обучения, с учетом его способностей, с учетом его запросов. Одно из еще основных преимуществ я бы назвала это профессорско-преподавательский состав Академии. Почему? Потому что к обучению в Академии мы привлекаем самых лучших международных экспертов и казахстанских экспертов. Вплоть до того, что можно сказать, что практически все руководители министерств, крупных наших организаций, они являются нашими преподавателями и международные эксперты. Можно сказать, что все преподаватели Назарбаев университета, они являются преподавателями Академии государственного управления. То есть очень высокий уровень преподавательского состава. Следующее наше преимущество, что буквально с первого же дня обучения каждый государственный служащий или негосударственный служащий, он вовлекается в какую-то творческую работу, какой-то проект. И поэтому он помимо таких вот основных фундаментальных знаний получает очень много прикладных знаний и плюс еще навыков работы в проектах и так далее. Одно из наших преимуществ то, что параллельно с обучением в Академии можно получить диплом, так называемый degree. Диплом нашего вуза, одного из наших вузов-партнеров. Например, это школа государственного управления Максвелл при Сиракузском университете США или, допустим, при школе государственного управления в Дубае. Кроме того, у нас есть партнерские отношения с École Nationale Administration, это французская академия государственного управления, ИНА, так называемая знаменитая ИНА, которая еще была организована де Голлем в 1945 году, поэтому очень престижный это диплом ИНА. Помимо этого, наши государственные служащие проходят стажировки или в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан, или в академиях дипломатической службы других стран, или это может быть, допустим, стажировка в Академии антикоррупционной академии в Вене. То есть вот эти наши партнеры, международные партнеры, они как раз таки и предоставляют вот эти преимущества для наших магистрантов и докторантов во время обучения. Но еще одно из таких преимуществ – это то, что у нас, допустим, государственные служащие, когда обучаются, именно государственные служащие, то за ними сохраняется непрерывный стаж работы. Кроме того, за ним сохраняется место работы и должность. Получается, что он после окончания академии он приходит на работу и отрабатывает необходимые сроки для того, в соответствии с правилами. Кроме того, для поступающих у нас есть очень хорошее общежитие, ну, так называемый дом дом молодых государственных служащих, который представляет из себя гостиницу, очень такую современную, с хорошими условиями для обучения, для отдыха, для проживания, в том числе с семьей, если это молодая семья, с детьми, даже есть условия для этого. Ну и получается, что преимуществ очень многих, и поэтому очень многие государственные служащие мечтают обучаться в Академии. Гульнара Константиновна, а возможно ли обучение на платной основе?
Да, да, у нас очень много возможностей. Практически все программы, которые я сейчас перечислила, они являются как платная основа и государственный заказ. Это, как получается, и то можно использовать. И в том числе можно использовать, я сказала, что источники как свои собственные, так и источники, допустим, предприятия, на котором работает. У нас есть еще 2 стипендиальные программы. Это стипендиальные программы нашего Астанинского хаба в сфере государственной службы и фонда Ханса Зайделя. Но они стипендиальные свои программы распространяют только на специальность международные отношения. Поэтому если у кого нет возможности, допустим, платно обучаться, то они могут поучаствовать в конкурсе на стипендии фонда Ханса Зайделя, но по специальности международные отношения. И в заключение хотелось бы уточнить, сколько государственных служащих по итогам 2021 года поступило на грант в магистратуру и докторантуру? Да, вот, к сожалению, у нас 2021 год очень непоказательный. Почему? Потому что всего 1 человек у нас поступил в магистратуру. И поэтому вот мы сейчас проводим очень такую массированную информационную кампанию, чтобы вот этот вот пробел исправить. Потому что в другие годы, 2020 год, 2019 год, у нас поступало минимум 4 человека. И мы гордились, что у нас очень много павлодарцев обучаются в академии. Но, к сожалению, 2021 год, я не знаю, с чем это был связан, но очень низкий уровень поступления. На сегодня Павлодарская область занимает одно из последних мест в рейтинге по как раз выпускникам академии. Да, и поэтому мы сейчас вот должны эту ситуацию исправлять. Я думаю, что в этом году павлодарцы себя покажут. И в этом году я, наверное, думаю, будет больше всего поступающих как в магистратуру, так и в докторантуру. Сегодня вот мы буквально и вчера, и сегодня мы проводили в Zoom встречи с нашими потенциальными магистрантами и докторантами. Интерес очень высокий. Кроме того, я хочу сказать, что буквально сегодня, с сегодняшнего дня в правила поступления внесены значительные изменения. Вот я говорила как-то вот на телевидении, я говорила о том, что академия это такой, знаете, организация, которая ориентирована на запросы наших потенциальных слушателей или наших магистрантов и докторантов. И вот сейчас мы уже изучили запросы наших вот потенциальных магистрантов и докторантов, и оказывается, у многих очень большая проблема с английским языком. И ученым советом Академии было принято решение исключить из перечня обязательных документов, представляемых при поступлении, сертификат на знание английского языка. Он остается только для 2 специальностей. Это международные отношения и Executive MBA. Вот для них остается этот сертификат важен. А для других специальностей магистратуры этот сертификат не требуется. Ну, естественно, для докторантуры сертификат английского языка обязательный. Вот это очень хорошее новшество. Я думаю, что оно всем понравится, и поступающих в академию станет больше. Гульнара Константиновна, благодарю за участие. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. С вами была программа «Елге Хызмет» и ее ведущая Шнар Смугулова.